سخجلو سشتخ يحبو عرخ رزتو شنطلن بيبسنق يخن في الشميل مرشان يوم يخي راح يتاي تكتن خامي نبزاليك يلاح كارت. Если честно, я вот у папы видел, там мои родственники, где ходим, и они вот как-то тоже вот начали вот заняться там в теплицах, вот тут тоже в Абхазии, в Идранде. И что-то иногда получается, иногда не получается. И как-то вот от них вот взял вот такой принцип и по чуть-чуть вот уже сам тоже хотел, если честно. И вот слава богу, что это уже получается. С продажами вот чуть-чуть вот проблемы. Первый раз шпинат выращивали, около 4 гектара шпината выращивали. Но мы не смогли его вывести даже вот в Россию, и даже мы не смогли тоже тут его даже продать в Абхазии. Потому что ну, шпинат это листы салата. Тут пока в Абхазии очень редко и очень мало кто, ну, кто знает про шпината. А потом решили зеленый лук, вот как видите. Первый сезон тоже выращивали зеленый лук, но не смогли тоже его продать. Там большой объем был, если честно. И в общем будем считать около 40 тонн зеленый лук. И что, и вы все это не смогли продать, реализовать не смогли? Вообще, да? даже тут в Абхазии, даже там в Краснодаре или в Сочи, там очень трудно было, если честно. Ездили, там поговорили, ну просто вот цена совсем низкая была. Там таможня, там насчет таможни и документы, его вывести туда, это очень большие деньги были, если честно. И если, допустим, килограмм в Сочи, допустим, стоит 100 рублей, чтобы его, допустим, туда повезти, это уже сядет на нас около 150 рублей. И нам это невыгодно было. Лук вот так и погиб у вас, да? Да, уже все, стрелку вот уже пошли, и уже все погиб. Это уже семена лука. Это уже семена лука, это он уже никуда семена. не годится, правда? Это можно его так оставлять, и уже сможем вот с этого еще раз, допустим, лук еще сажать. А зачем сажать, если вы не можете реализовать? Но хорошая цена имеет, если честно. Что тут, что в России, вот он хорошая цена имеет. Мы хотели вот это уже 1,5 месяца назад сажали. Думали, когда сезон уже начинается и когда праздники уже начнут, думали, что уже сможем продать. Ну, все равно там беда была и не смогли. Да? А здесь на месте тоже не покупают, нет, да? Нет, на месте тоже не покупают. А почему, интересно, почему на месте не хотят? Ну, с России возят там очень даже подешевле, и есть, по-моему, там какие-то договора между ними, и не хотят вот просто вот другой поставщик, чтобы с ними работал. Вот саженцы, семена, откуда берете вы? Сами выращиваете или покупаете? Не, семена вот отсюда мы покупаем. Мы тут, нас 5. Вот они тоже местные, Ашуба, Тамба, тоже Маршан. Сами вот уже решили. Видим, это все погибло. Это все погибло, да. Тут гектар. Это не один раз было, как я поняла. Нет, это 2 раза уже. Это 2 раза уже было. Это же невыгодно, вы дальше продолжаете. Ну, конечно, но нам все равно вот, жизнь, как говорится, жизнь идет, мы должны еще вот в природе идти, должны же работать, показать, что что-то сможем вот делать. Ну, дальше, если вот, дай бог, у нас хороший урожай пойдет, мы хотим еще расширить. Там у нас еще около 6 гектаров, мы пока их не трогали, хотим еще расширить чуть побольше. Уже там фрукты будем. А фрукты сейчас вы не выращиваете? Пока нет, потому что фрукты, они чуть дорогие, там саженцы. И если хотим большой объем, это большие деньги уже нужны. А какие фрукты вы хотите выращивать? Ну, персик, алча, допустим, мандарин. Уже по чуть-чуть уже сам начал, в интернете смотрю, у кого-то, допустим, там слышу, допустим, учусь так по чуть-чуть, и что-то так уже получается вроде. А сколько лет уже вы работаете? Это уже 3-й год уже. 3-й год, да? 3-й год. 3-й год, но вы ни разу урожай не продавали, да? Ни разу. Первый год тут у нас был этот лес такой большой, как вы видите, вот тут большой лес. Мы его коршевали, убрали, там по чуть-чуть уже начали землю обрабатывать, и чтобы в таком виде уже, как вы видите сейчас. А сколько гектаров вы имеете? Тут 12 гектаров. Тут 12 гектаров, да. Но дальше вы можете чуть-чуть захватить еще? Это уже, через администрацию, я думаю, да, тоже можно.
К какой администрации относится? Голерыбский район. Но тут участок это родственник мой, ну тут тоже местный, Маршан. Вот мы уже вместе с ним, и его сын тоже с нами тоже работает. Аренду не платите? Аренду нет, тут нет. Как я поняла, здесь ты не один занимаешься сельским хозяйством, Нет, да? нет. А кто главный среди вас? Главный я главный. Ага. А сколько рабочих у вас? Вообще 4 еще. А так вот, допустим, когда вот это все руками, вот то, что вы видите, это все руками посеяли. Все руками посеяли? Да, а так я девушки там с другого города, вот там команда большая, 15 женщин, их сюда привезли, они все это руками все посадили. Это 20 тонн лука, это все руками посадили. А так вас 4, кто занимается этим, да? Да. А техника есть у вас? Техника у нас 1 трактор. Только 1 трактор? Только 1 трактор. А трактором все это вы делаете? Трактор да. меняет, наверное? Ну, там есть у него там, ну, плуг, не плуг, такие вещи там. Это тоже, тут тоже есть у нас, да. Сперва обрабатываем, рыхлим землю, а потом уже сажаем. Значит, вы круглый год работаете? Да, круглый год. Шамиль аутратыхахи ядзо тыпыжы отстачку қыцыны ирымоп ахар хорызы. Это озеро для полива. У нас такие вот участки, 4 озера большие. И вот через озеро, вот через насос и на весь участок вот идет. Вот сюда, да, вот на весь поле. Все орошаете. А где другое озеро? Это там еще 1 и в конце еще 2 озера. Да, мы ее скопали и вот ну, земля она сама выходит и дождевая. И дождевая. Да. Хватает это? Летом вода не... Летом не хватает, если честно, да. В одну делянку пока сажали, а если уже на весь огород, это уже не хватит. Шамиль Маршан яб Брызач Маршан шымтыла аррат авиацияжы инежушкуса аусиуан, ахерплан дактуан, яра аррат инралу. Ахатачыны лырыпстазары зыгяб сахид шымтылы ицоз айбашыра. Вақырын харарын цыра, рус рухюз, зыгяныжны, апсныqы хынхюр акухай. Вейзы шуксазуид Брызач Маршан ипшмыпхюз, лина ванаджапхай, виджарыч гунцуй виджарыпхачуй, апсныqы ихынхюйиште. Шымтыла даранхон, галанат бияхаракроква рджа. احنا مع ايام المساعده الخارجيه. Это в 2013 году, вот когда вот государство отправило помощь, чтобы привезти сюда вот репатрианты, и вот он там оказался вот в этом, ну в первую очередь, ну когда я уже приехал, это в 2011, потом брат мой Адам, грубо когда приехал, он, супруга, ну мама и сестра Лилиан. Все вместе приехали. А потом я в Турцию поехал, дочь забрал, это старшая дочь. Сюда приехали и с нами еще жили около 4-5 лет тут в Абхазии. Мы давным-давно знаем про Абхазию, а кто сюда вот в первую очередь, когда сюда приехал в Абхазию, это мой двоюродный брат Мамдух Маршан. Он сюда приехал, и нам тоже вот он познакомился тут вместе с людьми. После уже двоюродный брат Мамдух Маршан, еще больше стали вот наши отношения вместе с абхазским народом. Брат Шахмат Кушба, он близкий мой, и мы еще больше, он еще сюда приехал, он тоже историю тоже начал рассказывать, и были моменты вот когда там все собрались, там, допустим, в Сирии, когда Ахмад тоже вот рассказывал такие истории. И его супруга тоже, она вот абхазская, она тоже туда ездила, и она рассказывала тоже, были такие уже вот мысли, вот от их истории мы уже знаем, что такое небо тут просто находится в мире, вот от их истории. А когда мы уже сюда приехали и видели, это для нас это было очень большое удовольствие. Даже давно хотел приехать, просто я не смог, потому что я в армии служил, генерал-летчик, и поэтому вот там для меня было вот запрещено даже лететь, допустим, в другие страны. И поэтому пока я ждал, вот когда я уже в пенсию вот уже и вышел, и сюда уже сразу приехал.
Бырзаџь Маршьан ишьҭра Маршьанаа Аԥсны ҵабалынтәоуп иахьынтәихдырҵәаз. Дара раԥхьа Ҭырқәтәылаҟа иагеит, аха нас уантәи Шьамтәылаҟа ииасыр акәхеит. Вот мы давным-давно тоже знаем, что вот маршановцы, которые там попали в Сирию, они с Хрыбса, а Хрыбс, который он вышел, который с Цабала. Ну вот когда война махаджиров была, вот ну, наши дедушки там попали в Турцию, а Турция, ну, государство Турция, вот эта власть, она использовала нас, вот которые с Кавказа именно, для ее интересов, да. И некоторые вот даже напротив в Европу шли, и некоторые напротив в Армению тоже шли, некоторые туда в Сирию попали, некоторые в Египте, некоторые в Иордании. И вот которые вот в Сирию, которые отправила, просто чтобы сохранить и защищать железную дорогу, которая оттуда шла. Мы там и жили, вот город Кунейтара называется, это высокие горы там голландские, это именно который с Кавказа. Постоянно вот хотел сюда в Абхазию приехать, это моя родина, это как говорится, это моя мать. И вот я уже сюда приехал, я очень даже доволен, что я тут уже вместе с своими фамилией, вот маршановцы, я их тоже знаю, познакомился тоже с ними и очень даже доволен. Когда я сюда приехал, я познакомился с начальником аэропорта тут в Абхазии. Он мне говорил, я генерал, ты генерал, как сейчас мы будем уже работать, тут уже два генерала. Зайти, допустим, поработать, показать, у меня там опыт хороший есть, хотел просто вот показать, допустим, мой опыт, потому что я учился и знаю все эти моменты. Ну, просто не получилось, потому что с языком была вот чуть проблема. Ҳара ҳазҭоу аҭаацәа Маршьана Арҭаԥҳа Лилиан Маршьан-ԥҳа Аԥсуа телехәаԥшраҿы операторс аус луеит. Лара зегь пату лықәырҵоит, избанзар лус такԥхықәрала, ҟазарыла дазнеиуеит. Если честно, я не выбрала профессию, а профессия выбрала меня. Моя знакомая предложила мне работать на телевидении. Она сказала, есть практика, если тебе нравится, и им нравится, ты можешь продолжать и работать. И в итоге вот еще 3 года и все, работаю на телевидении. Что больше мне нравится, это снимать. Я когда снимаю, забываю себя и как-то люблю искать интересные кадры, красивые места. Ну, у меня, по-моему, получается, да, нормально. Очень хороший коллектив, дружный. Нашла себя и чувствую, что это мое навсегда. Шамиль иҩызцәа иара ируҭраҿы сынтәа ирыӡбеит ауҭраҭыхқәа хкырацәала еиҭарҳарц, адгьыл еиҳа ианаало, насгьы ибзианы ирыцааиуа гәарҭарц. На этой части поля что у вас посажено? Вот тут арбуз, дыня, вот как вы видите. Там еще вот сзади вас еще там огурцы, горький перец, редиска, кабачки. Это все, если честно, это мы все руками делали. Руками вы все это сажали? Это все руками, да, сажали. Вы вчетвером? Да. Да. Вот там еще тохали еще руками и сажали тоже руками. И вот, как видите, капли то же самое, тоже это все с нашей силами. Трактор вот это в основном, а так, если, допустим, вот тут придется тохать, сажать, и это все руками. Лечите свои овощи? Конечно, лечим. Вот в основном вот то, что была вот сейчас проблема, это, если заметили, в апреле были там жара, а в мае уже, когда вот начало мая, там ливни пошли, холода пошли. И это не то, что тут у меня, это даже вот все Абхазии, очень большие проблемы, там некоторые даже их арбуз погибли, а мы, слава богу, как-то вовремя вот лечили и спасли, если честно. Как видите, вот в таком состоянии уже это, я думаю, хороший результат. Ну, есть специально вот лекарство вот, ну, для антистресс, допустим, это после дождя надо, допустим, для этих вот мухи, допустим, гусеничные. И удобрения еще селитра, нитромофос, так в основном не такие химии, такие вот, как говорится, ну, такого тут нет. А семья помогает тебе? Семья, да, конечно, помогает.
наша семья вот тут, местные, которые вот маршановцы, они, спасибо им большое, они, если честно, вот очень даже вот помогли. Вот я с братом сейчас вот Аслан Маршане, и тут тоже вот работаем и двигаемся, и хотим еще, если честно, еще побольше еще делать. Хотим еще другие еще варианты, другие саженцы еще. Тут у нас огурцы. Вот. Тут мы специально так делали один ряд кукурузу и туда до конца, это 500 метров. И тут у нас друга ближе. И вот так туда до конца. А именно сельское хозяйство, почему ты выбрал? Везде там, допустим, работал, в репатриации работал еще переводчик, но в основном заработок вот, очень маленький вот заработок. Ну, зарплаты тут совсем маленькие, и для проживания это чуть ну, трудновато. А тут, допустим, посадили, поработали, урожай хорошего получили и хорошие деньги тоже, ну, как-то поймать. Не сложно тебе заниматься сельским хозяйством? Ну, вот вначале было, да, сложно. Я вообще, если честно, не любитель даже. А по чуть-чуть уже что-то получается со мной. Ну, Профессия какая у тебя? инженер по металлу. Мы же тут убрали полностью лес, а когда уже вот первый раз уже, когда начали вот сажать, ну, я просто, ну, в шоке был, даже удивлен был, что я уже тут сажаю. И, если честно, вот слезы, да, слезы, ну, даже пошли, ну, тут, я тут уже на мою родину, ну, в мою родину, и тут еще работаю и сажаю. Мечта была вот сюда приехать, в Абхазии. И уже я вот сам первый вот стрельбатрианти, которые сюда приехали, даже до войны там в Сирии было. Ну, мечта, ну, это мечта моя вот Абхазия. И 14 лет тому назад, как я уже тут в Абхазии. Когда я сюда приехал, вот, вместе со мной был дядя еще, там Хишам Веначо. Ну, Веначо фамилия его. Он, Стороны, да? да, он архитектор, работал вместе с Ливан Микая, вот это, ну, а потом у него, он же шут старик, а с языком просто вот с русский язык там трудновато было, с абхазский язык тоже трудновато было, и поэтому не смог тут просто оставаться. И уехал обратно сейчас в Европе, и там уже что-то он работает. А ты здесь остался, да? Я тут остался, конечно, на всю жизнь. Какие бы ты хотел увидеть Абхазию? Все хотят, конечно, вот, чтобы видеть их стороны, их страна, их родина, чтобы она расцветала постоянно, если честно. Тут очень много возможностей в Абхазии, ну, по работе. Просто вот в основном, если были там какие-то возможности еще с государством, допустим, потому что вот если спросить, допустим, любой молодежь, они тоже любят, допустим, хотят что-то делать, просто вот с деньгами у них там какие-то проблемы. Ну, в первую очередь, это деньги у них проблема. И думаю, если были там какие-то возможности, тут Абхазия была давным-давно даже такая красивая. Она и так красивая, просто такая еще вот, ну, скажем, как Дубай может было, наверное. Возможно, да, Да. сделать как Дубай, Абхазия, Конечно, Швейцария. конечно. А ты до этого чем занимался, до того, как ты начал заниматься сельским хозяйством? Я вот вместе с братьями, мои тоже маршановцы, они тут еще имеют цех тоже маленький, рахат лукум, изготавливают. И я вот возил их рахат лукум по всей Абхазии, продавал. И... Ты на русском говоришь, где ты изучил русский язык, там в Сирии или здесь ты Ну, изучил? там один курс делал маленький, там на 2 месяца. Ну, учился там буквы, цифры, и потом уже приехал и уже сам начал по чуть-чуть, и как видите, чуть пока, ну, язык это очень трудно, если честно. Не то, что русский язык или абхазский язык, в основном учить языка это, ну, трудновато все равно. Слава богу, уже по чуть-чуть разговариваем. Абсюды Рома. Ай, хочу сделать. Слышала, хасу лучше мамачку с Рома слышала. А я? Я боуте абсюда. Араб, абсолютно. Абсюда. Слышала чажу Рома. Макана, если Чажу раньше были тут в Абхазии курсы, но просто вот, может, если были там какая-то, допустим, программа, допустим, сейчас, если видели, допустим, в Европе, они заставляют людей, ну,
Ну, допустим, тут еще и местные тоже, вот некоторые еще не знают, допустим, абхазский язык, армяне, допустим, тоже не знают. Надо было заставлять весь народ, чтобы он учился абхазский язык, чтобы абхазский язык был вот в первую очередь. Потому что, вот, как видите, уже в абхазский язык теряется. Некоторые, вот, совсем уже мало даже вот кто уже разговаривает по абхазский язык. Что тебе в Абхазии нравится и что не нравится? То, что не нравится, это вот как некоторые, вот, не то, что некоторые, как все, которые тут не нравятся, вот, ну, проблемы, которые с наркотики, допустим, с аварией, вот такие вещи, если честно. Если были там, вот, ну, как я вам говорю, если, допустим, были, допустим, молодежь, допустим, которые из университета, допустим, вот сейчас они вот заканчивают, еще другие возможности, допустим, что что-то куда-нибудь, допустим, шли, какой-то там цель, чтобы у них был. Они туда не шли, допустим, чтобы насчет наркотика или другие вещи. В свободное время чем ты занимаешься, Шамиль? В свободное время я, если честно, любитель рыбалку, охота, в горах, допустим, вот постоянно вот вместе с ребятами тоже вот поднимаемся туда, вот когда у нас время там отдыха, вот, допустим, на неделю вместе с ребятами вот едем, охотимся и рыбачим, и в основном вот рыбалка и охота, если честно, это моя хобби. Озеро, речка, море, рыбалка не знает, где рыбачить. Везде, прямо везде. Даже тут у нас в конце там в эти две озера еще и рыба тоже есть. Озерные рыбы такие, там, честно, я не знаю, как называется этой рыбы, ну, они хорошие и вкусные. Там ловить можно, да? Конечно. А так не видно, да, сверху? Не, сверху не видно. А вы ловили там рыбу? Ловили, да. Большие рыбные и крупные. Да? Да. У вас своя рыба тоже есть? Конечно. А может, в дальнейшем займетесь? Но мы пока их оставляем на следующий год уже. И посмотрим, может, жаба больше, может, еще становится. И... Акытын хамез напалыз Шамиль Маршан и джеба алыз шамакяный матч зерги гука иждзом. Юкта корачоп, а гурей год япхака юкчепта.